О существовании научной роты Никита Рогальский, выпускник Иркутского политеха, узнал от знакомого. При этом в вузе о подразделении никто не слышал, поэтому за подробной информацией парень обратился в интернет. Узнал о сайте mil.ru, перешел в раздел «Научная рота», там есть полный список документов, что вам надо. Также оттуда скачал анкету, которую нужно было заполнить для поступления. На протяжении всех 5 лет обучения Никита вел активную исследовательскую деятельность, выпустил свыше 10 статей, а средний балл его диплома больше 4. Этого оказалось достаточно, чтобы поступить в научную роту. Но, скажем прямо, порог довольно высокий. Были сомнения в том, возьмут вас или нет? Да, сказать честно, да. На этом же сайте были опубликованы старые списки. Я понял, что там есть высокая конкуренция и что шансов мало, но я решил подать. На сайте я ознакомился, что обязательно подать документы за 6 месяцев до окончания вуза. Ожидание, наверное, около 8 месяцев. Для понимания, всего в этом году в научные роты призвали около 15 человек со всей страны. Главная задача научных служащих – исследования и разработки в интересах обороны государства. В течение года они будут писать научную работу. Соответственно, над каждым из них будет поставлен научный руководитель, который будет контролировать его, направлять его. В конце года он осуществляет выпускную квалификационную работу. И если он нам подходит и его все устраивает, он имеет право получить звание офицера. Тем самым восполнить нехватку сейчас, которая у нас имеется острая, именно кадровая, офицерского состава, занимающегося научной деятельностью. Программа при этом работает успешно, отмечает научный сотрудник Алексей Ладяков. С 2013 года в его академии 6 человек уже получили офицерские звания. А значит, исследовательский состав Минобороны пополнился как минимум на 6 молодых ученых. Вполне возможно, через год в их ряды вступит и Никита Рогальский. Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск.